Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые гости сегодняшнего второго инвестиционного форума Хангаласского улуса. Но перед тем, как приступить к информации, я все-таки предлагаю почтить память нашего уважаемого земляка Михаила Ефимовича минутой молчания. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые участники второго инвестиционного форума территории развития местного производства. Рад вас всех приветствовать. Но работа по развитию территории долины Аркяни была начата в соответствии с перечнем поручений первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. В сентябре 2019 года был проведен первый инвестфорум в Хангаласском районе. Проделана большая работа, велось активное взаимодействие с представителями бизнеса, муниципальными образованиями и органами власти по системообразующим секторам экономики, туристическому, сельскохозяйственному кластеру, креативным сервисам и услугам, касающимся опережающего развития долины Аркяни. Важно отметить, что наш район является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов республики, имеет удачное географическое расположение, находится в непосредственной близости к столице республики. Расположенная территория района вдоль реки Лена предопределяет развитие района. Удобная транспортная схема по территории района проходит автомобильная дорога республиканского значения общего пользования у нас твердого покрытия. В заречной части района проходит федеральная автодорога Лена. Имеются в наличии объекты транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, включая объекты систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Подключена волоконно-оптическая линия связи формата 4G и иная инфраструктура. Сельское хозяйство является ведущим направлением развития экономики района. Животноводство и растениеводство являются приоритетными отраслями агропромышленного комплекса. Район обладает сильным туристско-рекреационным потенциалом, ежегодно растет поток туристов, посещающих туристические объекты, в среднем это 180 тысяч человек в год. 22 июня текущего года вступил в силу закон Республики Саха-Якутия о территории развития местного производства республики. С целью улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных инвестиционных проектов администрации муниципального района Хангаласского улуса было внесено предложение в адрес председателя правительства Республики Саха-Якутия. В соответствии с утвержденным порядком заявка была рассмотрена на заседании инвестиционного комитета при главе Республики Саха-Якутия 9 августа и единогласным решением членов комитета согласовано создание территории развития местного производства долины Аркяни, включающей 5 муниципальных образований. Это город Покров, Немигунский наслег, Жевский наслег, Актемский наслег и Тевтюрский наслег. Численность населения долины Аркяни на 1 января текущего года составляет 19 566 человек, или 57% населения района. Данные населенные пункты находятся в непосредственной близи к потенциальному рынку сбыта города Якутску. Как уже было сказано, развита инфраструктура, возможность увеличения численности населения, постоянно проживающего в населенных пунктах, входящих в долину Аркяни. Инвестирование в развитие местных сообществ и территорий не только способствует росту экономики, но и создает условия для улучшения жизни людей. Проект – один из путей к решению проблем, инвестиционный инструмент, который позволяет направлять на приоритетные цели ресурсы из разных источников. Ключевыми задачами являются закрепление положительных тенденций и развитие по следующим направлениям. Это сельское хозяйство, туризм, производство, развитие IT-технологий, формация, все для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития долины. Нами определены 5 потенциальных резидентов со следующими проектами. Это индивидуальный предприниматель Андреев Петр Николаевич с проектом строительства гостиницы трехзвездочной на 24 номера в туристическом комплексе от до стоимости более 115 миллионов рублей. Количество новых рабочих мест будет 24. СХПК «Джагагай»
Никифоров Евгений Иванович с проектом реконструкции комбикормового завода под мясоперерабатывающий цех стоимостью 400 миллионов рублей, количество новых рабочих мест 50. Индивидуальный предприниматель Денисова Евдокия Семеновна с проектом комбикормовый цех на территории муниципального образования Ижевский наслед стоимостью 3,5 миллионов рублей, количество новых рабочих мест 5. ООО «Технопарк Три долины», директор Суздалов Валерий Николаевич с проектом производства малогабаритного беспилотного гусеничного транспорта «Тейта» стоимостью 7 миллионов рублей, количество новых рабочих мест 5. И последний индивидуальный предприниматель — это Кривошапкина Лена Георгиевна с проектом производства фитопродукции на основе промышленного выращивания лекарственных растений в Хангаласском улусе стоимостью более 380 миллионов рублей, количество новых рабочих мест 54. Ожидаемый эффект от реализации инвестпроектов – это у нас создание более 100 новых рабочих мест в населенных пунктах долины Аркяны, повышение уровня доходов населения, увеличение доли безопасной местной продукции населения района, города Якутска, близлежащих районов, увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, рациональное использование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, использование цифровых площадок для реализации товаров, собственное производство и расширение действующих и использование новых инструментов государственного регулирования. Таким образом, появление механизма как территории развития местного производства является положительным и весьма нестандартным решением для развития Улуса, республики, новым витком развития долины Аркяны. Со стороны администрации района дальше будет вестись работа по разработке и утверждению подзаконных нормативных правовых актов на муниципальном уровне, предоставление преференций резидентам территории развития местного производства Хангаласского района в виде льгот на неналоговые доходы, использование залогового фонда муниципального района и прочие преференции. Надеюсь, что органами исполнительной власти, институтом развития, администрациями муниципального образования также будут рассмотрены меры поддержки резидентам территории развития местного производства в части своих полномочий. Итогом работы второго инвестиционного форума станет подписание соглашений с муниципальным образованиями долины Аркяны, вошедшим в пилотный проект территории развития местного производства. Спасибо за внимание.